Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, включая надзоры в области рекламы и в сфере закупок. Результаты деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы региона были представлены в ходе публичных слушаний. У большинства министерств и ведомств отчеты о проделанной работе в открытый доступ поступают в конце каждого года, а кто-то переносит их обнародование и на первые месяцы следующего года. Касается это и надзорных органов. У ФАС иначе. «Вам что больше всех надо?» – спросит кто-то. Ингушское управление антимонопольной службы в конце каждого квартала делает рассылку с приглашениями на публичные слушания. Представьте себе, в воспитательных целях. Не столько рассказать, что там делается, какая работа проводится, сколько предотвратить нарушения, которые могли быть аналогичны у другого органа власти. Допустим, одно из муниципальных образований без проведения торгов передал земельный участок, мы его через суд забрали обратно в казну, заставили вернуть в казну, чтобы другое муниципальное образование знало, что это действие является противоправным. Публичные слушания антимонопольной службы открыты для всех желающих. Большинство участников этих профилактических бесед – представители территориальных органов, федеральных органов власти, республиканских министерств и ведомств, муниципальных властей. Не сами нарушители, но коллеги злостных нарушителей антимонопольного законодательства. Такая вот печальная, но с проблесками статистика. Органы власти, которые должны работать на предотвращение нарушений, и их функции входят набор создания справедливого поля, создание равных условий для всех, создание условий для развития нашей экономики. Наоборот, они сами становятся именно теми лицами, которые начинают попирать это все. Вот здесь именно мы и вмешиваемся. Предпринимателям здесь рады не меньше. Особо приветствуется участие в публичных слушаниях поставщиков товаров и представителей сферы услуг, в частности застройщиков. Батыр Тачиев приводит пример, когда управление выявило нарушение антимонопольного законодательства и через суд приостановило контракт на 110 миллионов, при том, что подрядчик исполнил свои обязательства на всю сумму, но перечислены были только 80 миллионов. Если им даже подошли, предложили: давай без проведения торгов с вами заключим на 100, 200, 300, 500 миллионов контракт, он должен понимать, что он может выполнить работу, не получить деньги за это. Да, подрядчик. Поэтому даже если кто-то из чиновников будет заинтересован в обходе законов, подрядчик в первую очередь не должен быть заинтересован в этом. Вот как я уже сказал, 30 миллионов этот подрядчик уже не получит никогда. При этом в управлении ФАС напоминают, что работают не на количество выявленных нарушений, но на предупреждение в целях, так сказать, воспитания уважения к закону. Очередные слушания получились, приглашенные проявили необходимую активность, а свет, потухший в самый разгар, дискуссии не помешал. Легкий полумрак напомнил о ком-то, кто недобросовестно исполняет обязанности поставщика электроэнергии в экс-столице Ингушетии. Надо бы пройтись по сетям. Ибрахим Цароев, Малский Гиев, Вести Ингушетия.